Хочу поприветствовать всех, кто смотрит это видео, и рассказать немного о тех своих небольших результатах за 3 с небольшим месяца, пока я нахожусь в игре World of Tanks, в этой танковой стратегии. Я где-то 10 ноября примерно записывал свои достижения, недостижения, результаты. И вот сейчас хочу снова повторить подобное видео и поделиться дальнейшим своим продвижением в области исследования себя в компьютерной игре. Но по большому счету, конечно, это не только компьютерная игра, но и некий киберспорт на самом деле, если рассматривать это глобально. Но в данном случае можно сказать, что я один из самых таких многочисленных рядовых игроков, киберспортсменов, которые участвуют в такой вот масштабной стратегической игре. Ну и вот в данном случае сейчас какие у меня достижения? С 10 ноября вот по декабрь 23 числа, сегодня 23 декабря 2014 года, я продвинулся уже теперь на 8 уровень. И активно развиваю ветку СССР, хотя раньше у меня была британская ветка, я вот на Кромвеле играл, добрался до Комета на 7 уровень, но до Центуриона у меня там я еще не добрался. Ну и теперь решил пока развивать ветку СССР, и здесь уже я так играл на ИС, КВ-13 нет. Так, КВ-85 сейчас играю с 5 уровня. И вот сейчас то есть купил ИС 3. Это уже 8 уровень. Ну и тут осталось еще 2 уровня до самого высокого 10. Это продвижение по уровням. Но по достижениям, по уровню игры у меня особых таких изменений нет. Почему? Потому что стандарт, он как бы возможности игровые, какие они есть, практически не такими и остаются. Но хочу для себя сделать заметку, что я научился в последние игры выходить на среднее количество подбитий, но это где-то по уронам до 1000-1200. Ну, тут средняя 247 за все бои. А вот за последние где-то у меня относительно 700 тысяч уже бывает. То есть как бы здесь я тоже уже научился играть и наносить уроны. Рейтинг у меня относительно, наверное, повысился, я сильно не слежу. Вообще за статистикой как бы я сильно и не гонюсь. Но тем не менее уже понемногу можно отсматривать какие-то результаты за определенный период. Меня, конечно, больше всего интересует сами игры, ну и сама система, как это все сделано. Ну и в общем, тут, чтобы мотивировать игроков, ставятся разные условия, задачи боевые. Ну, допустим, марафон. Я выполнил одно из условий. Марафон в ветке СССР, а там надо было подбить 150 машин и нанести 150 тысяч урона. В общем, я это требование выполнил и уложился в сроки. До 19 января аж тут можно выполнять эти сроки и в результате получить премиум аккаунт на 3 дня. Вот у меня сверху, сегодня уже второй день. Премиум аккаунт, и как раз вот на этот период в премиум аккаунте я сейчас и пытаюсь как бы более быстрее разобраться в общем, усилить ИС 3. Если посмотреть ИС 3, я как бы его уже усилил, мне осталось купить тут пушку, ну это сегодня-завтра может быть сделается, и будет полный, самый наилучший набор комплектации из 3, но потом уже можно подумать о наполнении и движении КИС 8 уже на 9 уровень и дальнейшем продвижению. Ну вот такие результаты игровые на данный момент времени. Мне нравится играть вот на этом танке КВ-85, он более такой удобный для накопления серебра, чем ИС 3. Ну, тут, конечно, надо уметь играть, я не очень такой
продвинутый игрок, поэтому на КВ-85 мне лучше получается накопить серебра, чем на ИС-3. Поэтому я танк 6 уровня и придерживаю. Но решил пробовать еще японскую ветку. Сейчас обновляются танки, добавляются новые танки. И, в общем, тут есть кое-какие изменения. Я решил почему-то попробовать японскую ветку. Сейчас тут купил танк с 3 уровня. Не знаю, как я его буду развивать дальше. В общем, посмотрим. Мне жалко было расстаться с британским танком Кромвель. Это очень интересный танк. Я наверняка его потом обратно куплю. Но я его продал, чтобы купить ИС-3, который сейчас у меня есть в наличии. Комет почему-то я не очень хорошо понял, но, в общем, не сильно в нем хорошо разобрался. И мне Кромвель больше нравится, чем Комет. Дальше идет Центурион, но тоже, видимо, неплохой танк. Не знаю, что говорят продвинутые игроки. Ничего не могу тут посоветовать никому, но лично мне вот нравится ИС-3 и КВ-85. Вот два танка, на которых я сейчас играю с удовольствием. Вот такой краткий обзор моей игровой тематики. Ну и по достижениям, если тут еще посмотреть на статистику по технике, на какой технике больше всего я накатал, то можно смотреть, что на М7 тоже интересный танк, средний танк, и он быстрый, такой же как Кромвель. Это танки, ну, условно говоря, свечение можно, да, то есть ими играть можно как танки, которые светят, но и они отлично надамаживают, то есть ими можно нарабатывать серебро. Вот я думаю, М7 и Кромвель, наверное, выкуплю обратно потом. Ну, как-то меньше всего я понял Черчилль 1, я их не очень понял, но из тяжелых танков КВ-2 мне еще больше нравится. Как бы он медленный в движении, но у него при правильном попадании и выстреле он очень хорошо тоже добавляет урона. Ну, соответственно, и серебра эффективнее он может зарабатывать. Но это зависит от человека. Вот КВ-2 мне он тоже понравился, этот танк. В общем, такие небольшие результаты за 3 с небольшим месяца. Спасибо за внимание, кто смотрел это видео. А если вы хотите посмотреть, как я играю, то у меня есть вот, под этим видео есть ссылки на мой плейлист. Там 100 с лишним видео игровых моментов. Ну, я постарался выложить такие наиболее продвинутые. Конечно, где я проигрываю, там смысла нет никакого выкладывать, потому что это как бы это не тема, кому интересно. Там много, конечно, естественно, проигрываю, но каждый человек выставляет какие-то наиболее такие получившиеся варианты игры. Спасибо за внимание всем. С вами в игровой тематике был Тадырхан.